Это актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Ажиотаж вызвали изменения порядка медосвидетельствования врачом-психиатром для владельцев оружия. Изменения вступили в силу 1 марта этого года. Теперь стало обязательным психологическое обследование. На выдачу справок от психиатра выстроились очереди, в том числе и за счет владельцев оружия. Ведь начался охотничий сезон. О том, как получить справку от психиатра, расскажет гость студии Олег Припузов, главный врач Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Олег Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько врачей-психиатров и клинических психологов задействовано сейчас на медосвидетельствовании в Якутии? Да, на сегодняшний день у нас открыто 6 кабинетов, но они находятся в 4 разных адресах. То есть работает 6 врачей и работает 6 медицинских психологов. Адреса кабинетов врачей, психиатров в Якутске и график работы. Расскажите об этом. Да, во-первых, я хочу сказать, что с ним можно ознакомиться на сайте нашего учреждения. Там все четко написано. Но я скажу, что они находятся в 4 местах. Главные наши, основные, это, конечно, в здании наркологического диспансера, Автодорожная, 38. Второй основной, тоже с множеством кабинетов, это по улице Петра Алексеева, 83/18А, арендованная в здании Невромед. Третий кабинет на Кирова, 19, это поликлиника номер 1, там на 5-м этаже с бокового входа. И 4-й кабинет, он открылся сегодня буквально, это Кальвица 3 в здании поликлиники медцентра города Якутска на 2-м этаже. Все кабинеты работают с 8:30 до 15:45, без перерыва на обед. Тут надо отметить только то, что касается свидетельствования на оружие, это длительная процедура у психиатра, поэтому необходимо предварительно записаться. Номер телефона длинный, я его не буду сейчас говорить, но он тоже есть на сайте, и в средствах массовой информации мы также его размещали. Поэтому большая просьба заранее записаться именно тех, кто приходит на оружие. Действительно, целых 4 адреса разгрузят, очереди. А что включает в себя вообще процедура осмотра? Да. Мы занимаемся психиатрическим освидетельствованием и осмотром психиатра. По оружию это дополнительно еще психодиагностическое исследование, поэтому чуть позже я расскажу. В остальных случаях это осмотр врачом-психиатром, это проверка того, не состоит ли гражданин на диспансерном наблюдении у психиатра. И после этого выдается заключение либо единолично врачом, либо комиссией врачей-психиатров. Есть нюансы, конечно. Например, еще если вы работаете во вредных, опасных условиях труда и получаете для этого справку, то необходимо пройти еще электроэнцефалографию. Это тоже мы проводим. Если же водитель получает не просто категорию Б, а С и большую, то тогда тоже требуется электроэнцефалография. В общих чертах это так проходит. Вы уже перечислили несколько сфер, но если говорить в целом, для чего может понадобиться справка от психиатра? Да. Как мы уже говорили, это для того, чтобы стать владельцем оружия, либо продлить лицензию. Второе, это для водителей, это и любители, и профессионалы, то есть все, кто имеет и переоформляет водительское удостоверение, либо вновь получает. Третья сфера – это трудоустройство. Трудоустройство очень разное, конечно, у нас, потому что кто-то приходит на обычную работу, кто-то идет во вредные и опасные условия труда, кто-то идет на государственную службу или муниципальную службу, кто-то идет на гостайну получает. Это все трудоустройство тоже требует разных справок, поэтому наши медрегистраторы в кабинете, они поговорят с человеком и выяснят, какую конкретно ему нужна справку, и эту справку и выдадут. А какие виды справок есть? Перечислите. Да, как раз то, что я перечислил, это разные справки. Разные справки. Но еще есть, для абитуриентов справки. Сейчас тоже сезон приближается. И в некоторых случаях требуется справка просто о том, что человек не состоит на диспансерном наблюдении. Как вообще можно обратиться за лечением к врачу-психиатру? Да. Все, что мы раньше говорили, это платная услуга за счет средств гражданина. Но у нас, конечно, основная помощь медицинская оказывается абсолютно бесплатно за счет бюджета республики. Она осуществляется в нашем диспансерном отделении по адресу Лермонтова, 178/1.
Туда можно записаться, тоже на сайте есть телефон предварительно. Можно прийти в порядке живой очереди и получить консультацию, лечение, там выпишут рецепт и так далее. То есть вся эта помощь. Ну и, естественно, стационарная в случае необходимости также осуществляется по адресу улицы Котенко, 14. Ну вот, например, при обращении с депрессией в ЕРПДН вы ставите на учет? Да, вот что касается, конечно, депрессия — это серьезное заболевание, особенно вот после ковида стало много депрессий, там, тревожных расстройств. Конечно, люди тоже обращаются. Вот. Но не нужно бояться, что их поставят на учет, потому что все-таки диспансерное наблюдение, как раньше называлось учет, это особая категория. То есть только те, кто страдает тяжелыми, затяжными расстройствами, с частыми обострениями, только их ставят на диспансерное наблюдение, значит, врачебная комиссия. В остальных случаях при единичном обращении в этом нет необходимости. Человек просто обращается, конечно, медицинские документы заполняются, но его на учет, то есть диспансерное наблюдение, никто ставить не будет. Но бывает такое, что люди часто путают, например, плохое настроение, да, с депрессией. Какие признаки у депрессии? Расскажите об этом. Ну, понятно, что депрессия — это плохое настроение, которое держится длительно, не один день, а несколько дней, неделю или даже месяц. Вот. Это снижение аппетита, это плохой сон, возможно, может быть. Вот. Ну и вообще заторможенность у человека, ему не хочется идти на работу, не хочется учиться, он как бы сидит дома. Вот такие вот признаки как бы депрессии, которые являются уже признаком психического расстройства. И поэтому стоит уже обратиться к специалисту, да? Обязательно нужно обращаться. В какое время лучше подойти на освидетельствование к психиатру? Да, вот кабинет, как я уже сказал, работает с 8:30, но закрывается он в 15:45, ну, при необходимости даже врачи принимают до последнего пациента. Вот, поэтому нет необходимости приходить утром, заранее занимать очередь. Да, это была такая проблема, но она решена. И поэтому теперь вы можете прийти в час, в 2, в 3 и спокойно пройти обследование. И практика показала, что как раз в это время, вот, после 2 часов, в кабинетах практически нет людей. То есть все проходят прямо с утра рано, но при этом они все равно стоят в какой-то небольшой, но очереди. А тут он просто свободно, человек может пройти это обследование. Ну, действительно очень удобно. Но поговорим все-таки о новшестве. Какие особенности есть в медосвидетельствовании на оружие? Ну, на оружие действительно очень много изменилось с 1 марта. Вышел новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. И я должен еще объяснить, что это 3 как бы, таких этапа. Сначала проводится психиатрическое свидетельствование, сейчас я о нем расскажу. Потом проводится наркологическое свидетельствование, то есть нарколог берет анализ, да, либо моча, либо кровь, потом проверяет опять же по учету и свидетельствует и выдает справку. Эта справка 003, она вносится в специальный федеральный портал. То есть не каждое учреждение это делает, те, кто там зарегистрированы. Затем 3-й этап. Человек проходит офтальмолога и проходит заключительного врача или медицинского работника и получает справку 002. Она тоже вносится в федеральный портал. Вот. То есть, по сути, вы можете эту справку в бумажном виде даже и не брать, да, потому что когда вы придете оформлять лицензию в Росгвардию, то они будут смотреть по базе, в этом специальной базе. Вот. То есть, если человека в базе нет, но у него какая-то на руках есть справка, они это не примут у вас. То есть это все очень сейчас строго, и вот специальные справки выдаются таким образом. Вот. Что касается нашего психиатрического свидетельства, нашего этапа, оно усложнилось тем, что человек должен пройти психодиагностическое исследование. Его проводит медицинский психолог, который получил высшее психологическое образование, затем переподготовку по медицинской психологии. То есть этот психолог, он чем отличается от обычного психолога? Тем, что он видит такие изменения в человеческой психике, которые могут свидетельствовать о наличии психического заболевания. Вот. И психолог вот, с помощью тестов, он проверяет память, внимание, сферу чувств, мышление человека. Ну, какие-то реакции на раздражители, наверное, тоже проверяют. Он как бы вот, заполняет бумажные тесты, он отвечает на вопросы. И в результате, ну вот это все исследование довольно длительное, оно длится около 50 минут. Да, и поэтому после этого сразу же, в тот же день, выдает психолог заключение, и психиатр с учетом его принимает решение. То есть если есть какие-то сомнения, что все-таки не все в порядке, то этот человек будет направлен на врачебную комиссию. Вот она у нас проводится по адресу Котенко, 14, там раз в неделю. Вот. Ну, это немного людей, но у кого-то приходится. Вот. Но у психиатров там нет задачи,
сказать, что человек особенный какой-то по характеру, и нужно, значит, его там не дать ему справку. Нет, мы просто, конечно, должны перестраховаться. После всех подобных случаев серьезных с опасным применением оружия мы как бы должны защитить людей, окружающих граждан. Поэтому мы смотрим врачей, людей, но только если мы ему можем поставить диагноз конкретный, мы тогда ему не выдаем справку. То есть те, даже которые пошли на врачебную комиссию, они в большинстве своем все равно получают эту справку, потому что у человека есть особенности какие-то, но это не достигает уровня психического заболевания. И поэтому ему все равно дается справка, он как бы получает это разрешение. Вот так вот это проводится. То есть вся эта процедура, вот 50 минут, плюс еще 10-15 минут у врача, получается около часа. То есть длительная процедура. И поэтому мы просим, чтобы наши клиенты, они записывались заранее. Мы их распределяем по часам психологу. Вот. Он приходит в назначенное время по разным адресам, опять же, не в одном месте проводится. И там он после этого сразу же пойдет к психиатру. Ну и там же, собственно говоря, сейчас так выстроена система вот, Министерством здравоохранения республики, что после психиатра человек идет к наркологу, он там же находится, в этом же месте. Вот, и может получить эту справку, значит, окончательную, вот, либо в наркологическом диспансере, либо вот в первой поликлинике или медцентре города Якутска. Ну вот с 1 марта прошло уже больше месяца. Есть какие-то данные, сколько человек прошли уже психическое обследование на получение оружия? Ну и, может быть, какие чаще всего отклонения вы выявляете? Да, Или у есть нас какие-то очень случаи? большой поток людей, то есть проходит в день от 200 до 400 человек через психиатров. Вот. И каждый день по 40-50 человек получают разрешение на оружие, либо не получают его. То есть это вот очень большой поток, которого раньше не было. Ну, это, конечно, связано с тем, что в части районов просто физически нет клинических психологов, там не живут такие люди с таким образованием. Вот этот вопрос сейчас вот совместно Министерством здравоохранения с медицинскими организациями районов решается. И во многих районах, по крайней мере крупных, этот вопрос решили, и медицинские психологи найдены, и они как бы вот начинают сейчас это обследование, вот, ну, чтобы человеку не приходилось ехать в Якутск. А на самом деле из-за чего эти очереди? Потому что многие люди приехали с районов. Получать это. Ну, действительно, выдавать оружие людям, которые, может быть, к этому не готовы и не стоят. Олег Алексеевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в работе. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.